Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, и это значит, что время пришло поговорить о варганах. Сегодня на повестке дня у меня распаковка посылки из Якутии от мастера Эдуарда Тарабукина. Что ж, досмотрите распаковку до конца, чтобы узнать, почему якутские хамусы считаются одними из лучших варганов в принципе, и почему я считаю хамусы Эдуарда Тарабукина одними из лучших инструментов, если не самыми лучшими, на рынке именно якутских хамусов. Что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе чаек, подпишитесь на мой канал и на мои социальные сети по QR-коду, а я начну распаковывать эту посылку. Вскрыли мы посылку, и у меня на столе лежат 4 инструмента. Беру первый попавшийся, рассматриваю подробнее. Якутский хамус поставляется вот в таком деревянном футляре. Что за дерево, я не знаю, по ощущениям очень легкое. Пахнет как будто бы сосной. Наверное, это сосна. Отдельный респект якутским мастерам за то, что снабжают свои варганы, пусть очень простыми, пусть очень примитивными, но тем не менее весьма надежными футлярами. Система, правда, очень простая, очень надежная. Деревянный футляр, язычок жестко зафиксирован в корпусе, то есть не сломается. Варган зафиксирован на шнурке. Шнурок можно вешать на шею. Раз, достали варган, повесили, все, никуда футляр не денется. Рассмотрим варган поподробнее. Каждый раз, когда речь заходит про варган, наверное, 90% обывателей, да и зрителей моего канала тоже представляют все равно якутский хамус. Потому что в России, наверное, самая богатая традиция изготовления варганов, хамусов у якутов. У якутского хамуса своя исторически сложившаяся форма. Это круглое кольцо, сходящееся на конус деки. Такая форма очень удобна для удержания варгана разными хватами. Якуты держат хамус вот так. Можно держать вот так по-европейски, по-разному. В целом, вот именно такая форма, без лишних острых граней, она очень удобна для того, чтобы взаимодействовать с инструментом. Особенностью данной модели, конкретно хамусов Тарабукина, является вот такое достаточно широкое кольцо. То есть внешний и внутренний диаметр, внешний и внутренний диаметр кольца, они довольно сильно разнятся. Вот, рама здесь очень широкая, что дает очень ухватистое кольцо. Второй момент, который добавляет вот этой эргономики и эстетики, это характерная текстура ковки на кольце. Это говорит о том, что хамус действительно кованый. Во-вторых, вот эти шероховатости на кольце, они, во-первых, добавляют эстетики, да, металл смотрится более живым, а во-вторых, такой варган очень удобно держать в руке, он становится более цепким. Язычок. К язычку никаких претензий, высокая конусность, широкие основания, узкие у загиба. Высота коленца стандартная, больше сантиметра, я думаю, здесь что-то 1,5-2 сантиметра, наверное. Колечко аккуратненькое, заполированное. Так, беру, пробую звук.
и попадаю примерно в ноту до диез большой октавы. Такова уж музыкальная традиция якутов, что стиль у них тембрально-ритмический. А это значит, что якуты больше внимания уделяют не мелодической игре, не игре по нотам, а вот этим всевозможным тембральным спецэффектам, которые вы, наверное, слышали. Да? Это и различные звукоподражания, это характерные для Якутии приемы там, расслоения звука. Вот, то есть якуты любят в звуке вот этот объем, вот эту бархатистость. И часто даже не строят варган в ноту, потому что в Якутии хамус это солирующий инструмент. Вот. В данном случае настройка варгана примерно в до диез с небольшой погрешностью, но для якутов это нормально. Давайте сделаем так. Я протестирую сейчас все 4 инструмента, а потом выскажу свое скромное мнение.
Супер. Незамедлительно перехожу к следующему. Следующий хомус. Также нота до диез. Берем, пробуем. Якутский хомус, на котором хочется играть по-европейски. Как-то так. Очень хорошо раскрывается на двустороннем бое. Надеюсь, следующие поведут себя так же. Следующий хомус.
Нота ре. Класс. Класс. Никаких претензий. Ну и следующий, заключительный на сегодня хомус. Не знаю, в какую будет ноту. Прикольно будет, если тоже в ноту ре. Нет, тоже ре диез.
Нет вопросов. Заключительный хамус в до диез исключительно хорош. Мои рекомендации. Итак, это были мои импровизации на якутских хамусах мастера Эдуарда Тарабукина. У нас прозвучало 4 инструмента. 3 из них было в до диез, 1 был в натуре. Честно скажу, разницу в полтона я не особо почувствовал. Все 4 варгана настроены очень стабильно. Стабильность — признак мастерства. Поэтому и мой вердикт будет в общем обо всех этих варганах. Я в этом выпуске не буду выделять какой-то инструмент в отдельности, потому что все 4 инструмента стабильно звучат очень хорошо. И я бы не сказал, что какой-то из них лучше, какой-то хуже. Поэтому выбирайте сами, какой вам больше нравится. А я напоминаю, что лучший способ выбирать варган — это все-таки выбирать его вживую, непосредственно прикасаясь руками, пробуя на зуб, пробуя на двусторонний бой, на односторонний и так далее. Но если у вас такой возможности нет, то я рекомендую заказывать варганы, вот именно посмотрев обзор и точно убедившись, что вы заказываете именно тот самый варган. А если вы заказываете варган у меня из обзора, то будьте уверены, вам придет инструмент именно тот, который был в данном обзоре. Что ж, теперь непосредственно по поводу варгана. Когда речь заходит о якутских хамусах, тут для меня главное не перехвалить мастера, потому что вот конкретно с инструментами Эдуарда Тарабукина я знаком очень давно. У меня у самого в наличии есть варган, которому более 10 лет. Он, конечно, отличается и по внешнему виду, и по звуку. Звук у него чуть попроще. Но служит он мне более 10 лет, и я очень доволен и качеством, и звуком. Не все инструменты могут похвастаться такой долгой продолжительностью работы. Но вот, видимо, ковка и якутское качество дают о себе знать. Поэтому, если вы берете себе именно якутский хамус, скорее всего, вы берете его раз и на всю жизнь. Во всяком случае, в Якутии такие варганы передаются из поколения в поколение, насколько я знаю. К качеству никаких претензий. Это массивный кованый корпус, вот, который, во-первых, в руке лежит очень удобно, держит хорошо настройку дек, да, не смыкаются деки при удержании. Во-вторых, именно ковка помогает настроить варган наилучшим образом, четко свести зазоры в тех местах в рабочей части дек, где, собственно, рождается звук. Здесь у меня к зазорам вообще нет никаких претензий. В рабочей части они прям идеальные, параллельные, очень маленькие. И все это дает очень яркий, очень насыщенный звук. Что касается звука. Звук здесь, традиционно якутский, я бы сказал. В звуке присутствует характерная для якутских хамусов хрипотца, легкое расслоение. Но особенностью именно якутских инструментов является управляемость этой самой хрипотцой. То есть я могу вот эту бархатистость усиливать за счет определенных приемов, например, акцентируясь на открытых обертонах, на дыхании, либо на какой-то артикуляции, например, губной, которая будет усиливать именно вот этот треск, эту хрипотцу, придавая звуку вот эту особую бархатистость и атмосферность. Если вам в звуке варгана важны все-таки обертоны, то здесь инструмент звучит весьма и весьма мелодично, я бы сказал. И при желании, при должном умении можно выделять открытые и закрытые обертоны. Хотя, еще раз повторюсь, якутская традиция, она тембрально-ритмическая. Это не значит, что в традиции якутов нет мелодий, что на самом деле мелодий в якутской традиции достаточно много.
Просто они играют эти мелодии по-своему, украшая их разными тембрально-ритмическими приемами, за что и ценят именно вот такой звук. Богатый на обертоны, на разные высокочастотные красивые призвуки, на вот эту бархатистость, хрипотцу. То есть все, за что мы любим якутские хомусы, в этом звуке есть. Все это присутствует. Что касается динамических качеств органа, его балансировки, здесь, на мой взгляд, один из самых сбалансированных инструментов. Во-первых, тяжелый кованый корпус позволяет установить довольно упругий язычок, который долго держит вибрацию, обеспечивая длительный красивый сустейн. При этом язычок четко ходит в плоскости дек, как по рельсам, и даже если вы не любитель якутской традиции, да, якутского верхнего кистевого боя, на этом варгане вы прекрасно сможете играть нижним кистевым боем в современном европейском стиле. Разные трансовые, этнические, электронные вещи, которые мы так любим играть на варганах, со сложным двусторонним боем, с дыхательной ритмикой. Все это можно на этом варгане. По сути, мы получаем такой универсальный рабочий варган на каждый день. Да, за весьма хорошую цену, потому что это ковка и ручная работа, который закрывает у нас сразу несколько потребностей. Во-первых, мы можем на нем учиться играть в разных стилях, и в якутском, и в европейском, тренировать разную якутскую артикуляцию, пение жаворонка, кукушка и так далее, так далее. Вот так и европейскую ритмику, да и мелодику в целом тоже можно на этом варгане практиковать. О чем следует предупредить? О том, что это все-таки ковка. Кованая сталь требует ухода. Важно протирать варган после каждой игры вот тряпочкой из микрофибры, особенно в области рабочей части дек, потому что здесь скапливается влага и образуется ржавчина. Ухаживайте за своими варганами, особенно коваными. Музыкальный инструмент требует, как правило, ухода. В случае, если он, конечно, не из нержавейки и не из титана. Какой инструмент из всех трех выбрать, решайте сами. Мне показалось, что они все очень похожи, очень стабильны. И вот эта небольшая погрешность в полтона между варганами в до диез и в ре, она не настолько критична. Поэтому, если вы играете на варгане в основном в соло, можно взять любой инструмент из этой распаковки. Связаться со мной можно по ссылке в QR-коде вот здесь. Telegram, WhatsApp, ВК, любым удобным для вас способом. А на сегодня все. С вами был Варган 74. Меня зовут Максим Тамонов. У нас с собой было 4 вот таких замечательных хомуса из Якутии от мастера Эдуарда Тарабукина. Какой из них выбрать, решайте сами. А я с вами прощаюсь. Играйте на хороших варганах, любите хорошую музыку, берегите себя. Всем пока, всем варган. До новых встреч в эфире.